Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. Сегодня мы поговорим вновь о политической ситуации в Гагаузии, о том, на какой стадии или как находится, будет ли найден компромисс в вопросе утверждения исполнительного комитета Гагаузии, потому что в публичном пространстве много информации о том, как на самом деле это происходит, потому что одна процедура есть, которую должны соблюдать депутаты, есть та информация, которую распространяют близкие к вновь избранному Башкану средства массовой информации и некоторые гражданские активисты, о том, что на самом деле происходит в Народном собрании и был ли утвержден или не утвержден состав исполнительного комитета и в чем вопросы депутатов к Башкану Гагаузии. Об этом сегодня мы поговорим с депутатом Народного собрания Гагаузии Михаилом Николаевичем Железовым. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Не только эти вопросы, но этот основной, потому что он лежит в повестке дня. И сегодня, готовясь к программе или читая новости, все больше видишь несоответствующей действительности информации вокруг вопроса утверждения состава исполнительной власти. Потому что многие, кто близок к окружению вновь избранного Башкана или к признанной неконституционной партией ШОР, распространяет информацию о том, что вот уже было две попытки, исполнительная власть, Народное собрание не утвердило исполком Гагаузии. На самом деле дела обстоят по-другому. И если можно, чтобы мы сегодня разъяснили для нашей аудитории, что происходит в соответствии с регламентом и процедурами по утверждению исполнительной власти, и ощущаете ли вы давление со стороны тех, кто представляет эту исполнительную власть Народного собрания, в том числе те несанкционированные митинги, которые собираются в день заседания Народного собрания. Да, спасибо большое. Во-первых, спасибо за приглашение на данную передачу, возможность высказать свою точку зрения. Да, вы правы, этот вопрос очень актуальный сегодня, и, к сожалению, вокруг этого вопроса очень много манипуляций, спекуляций, когда до наших людей доводится где искаженная, где достоверная информация по данному вопросу. Сегодня мы говорим о утверждении структуры и состава. То есть, когда нам в Народное собрание поступил соответствующий документ по исполкому, он идет неразрывно в двух, так скажем, частях: утверждение структуры, и следующий вопрос — это утверждение состава исполнительного комитета. Что касается структуры, да, здесь очень много есть, так скажем, инсинуаций вокруг этого вопроса. В соответствии с законом, уложением, Народное собрание утверждает структуру и состав, Башкан представляет структуру и состав. И мы получили, вы знаете, 27 июля мы получили первый раз структуру и состав Народного собрания. И данная структура была нами отклонена. Отклонена в силу того, что она не соответствовала по ряду моментов действующему законодательству. Да, если говорить о месте структуры в действующем законодательстве, да, нет четкого определения понятия, что такое структура и какие входят конкретно управления в структуру. Составом более-менее понятно, в статье 74 указан состав и кто конкретно должен входить в состав. Что касается структуры, она прописана только более-менее понятно в статье 20 закона об исполнительном комитете, где прописаны, что туда входит управление, администрации районов. И мы отклонили в связи с тем, что оно не соответствовало в какой части действующего законодательства. В 2022, когда мы утверждали структуру, есть нормативный акт постановления Народного собрания, в котором прописаны какие структуры входят в структуру исполнительного комитета. Туда входит управление и администрация. И мы отклонили, и на последней сессии заседания, где обсуждали структуру, то же самое мы отклонили в связи с тем, что оно не соответствует. То есть, если речь идет о, допустим, заместителях председателя исполкома, да?
То есть, что нарушало процедуру? Да, то есть заместители Башкана, они входят в состав. Исполкома, но не в структуру. Но не в структуру, да. В структуру, если мы отталкиваемся от того последнего нормативного акта, который принимало Народное собрание, там входит туда только управление исполкома и 3 наши администрации. Туда не входят должности заместителей. Поэтому мы отклонили и предложили Башкану: приведите соответствие с данным нормативным актом. То есть на 2 заседаниях 27 и 4 июля мы рассматривали только структуру. Мы к составу исполнительного комитета еще не подходили. Поэтому очень надеемся, что Башкан учтет эти моменты, направит нам структуру в соответствии с этими требованиями. Конечно, очень хотелось, чтобы одновременно с изменением или внесением данного предложения в соответствии с законом структуры, конечно, хотелось бы, чтобы эта структура была бы оптимизирована, как мы давно об этом говорим, с учетом нынешних реалий, но, скорее всего, мы оптимизированную структуру не получим, но, по крайней мере, надеемся, что структура Башкан направит нам в соответствии с этими требованиями. Михаил Николаевич, это уже 2-й раз, когда депутаты возвращают вопросы структурой. Да. То есть после 1-го заседания Народного собрания Башкан не привела в соответствие свое обращение, подала вновь то же самое обращение. Означает ли это, что со стороны вновь избранного Башкана отсутствует желание ввести конструктивный диалог, на ваш взгляд, по вопросу утверждения исполнительной власти? Ну, честно говоря, именно такое впечатление создается, что, как бы, ну, так скажем, сознательно, умышленно Башкан не идет на диалог и не представляет в том варианте, который необходим в соответствии с законом. Я вообще надеялся, что вновь избранный Башкан, действительно, первый шаг Башкана будет именно встреча, инициирование встречи с депутатским корпусом для того, чтобы обсудить эти вопросы, познакомиться, обсудить проблемы нашей автономии, как будем их решать. Но, к сожалению, видите, с нами такой встречи не было. Идут просто попытки такого, в том числе через митинги, оказания давления. Но я надеюсь, что Башкан все-таки осознает необходимость решения, конструктивного решения в таком взаимодействии с диалогом с Народным собранием и представит в том варианте, который необходим. Очень много противоречивой информации в связи с утверждением исполнительной власти, в том числе, ходят, я не люблю слово слухи, да, но давайте употребим так, что есть попытки того, чтобы оказывать определенное давление на депутатский корпус, не только через митинги, но в том числе посредством встречи определенных посыльных, для того, чтобы решить вопросы, как думает Илон Шор, сидя в Израиле, для того, чтобы был утвержден состав исполнительной власти. Лично на вас оказывалось какое-либо давление, помимо того, что депутаты ощущают после митингов? То есть в личном... Нет, лично на меня давление в таком, скажем, варианте не оказывалось. Давление мы ощущаем посредством тех митингов, которые собираются именно в день проведения выборов, когда мы видим, это действительно такая попытка оказания влияния на весь депутатский корпус, на те решения, которые они принимают. Первое заседание, когда мы проводили и собрали людей, и тогда мы говорили, что людей вводят в заблуждение и пытаются оказывать давление тем, что, допустим, на том заседании вопроса о структуре состава вообще этот вопрос не был включен. А людям на площади говорили, что депутаты сняли с повестки данный вопрос. То есть такого рода манипуляции вводят людей в заблуждение. И вот мы видим, что творится у нас в день заседания, когда причем людей привозят, получается, не только с Гагаузии, а людей с близлежащих районов, которые, думаю, что слабо представляют ту ситуацию, которая у нас складывается. То есть это понятно, что люди ангажированные, люди, которые выполняют определенную задачу, которую поставили перед ними. Но Башкан и, соответственно, те люди, которые стоят за ними, они должны осознавать, что ответственность за ту ситуацию, которая будет складываться, последствия несут они. Потому что у нас есть
и другая часть людей, которые не поддерживают Башкана или ту позицию, которой они придерживаются. И на последнем заседании, если вы помните, выступал житель, который об этом очень четко высказался, дал понять, что есть и другие сторонники, которые могут тоже также выйти и высказать на площадь свое мнение. Но я думаю, что это не лучший метод, чтобы противопоставлять людей различных убеждений и позиций. Это, думаю, что для автономии несет очень, так скажем, дестабилизирует и внесет напряженность в наших отношениях. Михаил Николаевич, вопросы проведения выборов и в том числе вступления в должность Евгения Гуцел, но сегодня тоже есть определенные вопросы, потому что мы видим определенные задержки, в том числе с подписанием указа о том, что Башкан должен стать членом правительства. Есть определенное отношение дипломатов к этой ситуации, потому что не было ни посла Турции, ни посла Российской Федерации на инаугурации. Мы знаем мнение посла европейской делегации, он высказывался на прошлой неделе для нашего информационного портала. И сегодня вот эта ситуация, которая имеет место быть в Гагаузии, не приведет ли к определенной изоляции со стороны Кишинева, гагаузской автономии, потому что и так были непростые взаимоотношения с центральной властью, теперь возможно, может ли быть еще сложнее, потому что мы видим и ряд инициатив со стороны центральных властей, вспомним, допустим, там по вопросу НДС и ряд других моментов. Те факторы, которые вы назвали, они, в принципе, уже привели к некоторой изоляции. Начиная с того, что на самой инаугурации отсутствовали дипломатические представители, в том числе, что, конечно, очень, так скажем, серьезный признак, то, что отсутствовали представители и российской стороны, и турецкой, так скажем, наши друзья, которые постоянно оказывают поддержку Гагаузии. Поэтому это действительно серьезные признаки, и Башкан должна эти моменты осознавать. И то, к чему они сейчас, дальнейших действий, они как раз ведут еще больше эскалации, еще больше изоляции. Потому что вот это противостояние уже на уровне взаимоотношений исполнительного органа Башкана и Народного собрания, они как раз могут привести к еще более серьезным последствиям. Мы уже слышим о том не раз, как вы уже отмечали, о том, что команда Башкана уже, опять же, манипулируя, опять же, вводя в заблуждение, говорят о распуске Народного собрания. И здесь, опять же, идет манипуляция, потому что оно не соответствует на сегодняшний день, так скажем, действительности, потому что на сегодняшний день отсутствует, так скажем, правовая основа для распуска Народного собрания. У нас, если в Гагаузии так посмотреть, какой маломальский политический кризис, у нас первый рецепт – это распуск Народного собрания. Или импичмент Башкана. Да, почему-то видят в этом. Но сегодня, если мы чисто с юридической точки зрения подойдем именно по составу, то мы структуру действительно отклонили, но в связи с тем, что мы структуру не рассматривали, естественно, мы не могли перейти к составу. И состав мы не рассматривали. А в соответствии с законом там четко прописано, что у Башкана возникает право в случае, если невозможно сформировать исполнительный комитет Народным собранием в течение 45 дней с момента поступления предложения. И дальше мы, понятно, это все взаимосвязанные вещи. Башкан должна провести консультации с президиумом, фракциями. То есть это как минимум должно произойти 2 голосования за утверждение членов исполкома, да? Следующий момент, не который структуры, касается... именно членов. Именно в уложении прописано, что распуск производится только в случае отклонения состава исполнительного комитета не менее 2 раз. То есть речь не идет об отклонении не структуры, а именно состава. А к составу мы не подошли, хотя я думаю, что на уровне обсуждения состава и тех членов исполкома, которые нам предложены, я думаю, что там будут не меньше, так скажем, дебаты в отношении этого. Поэтому я не стал бы
Если, скажем, Башкану, я думаю, что не нужно идти по пути от обострения и распускать такого рода, так скажем, моменты, распуски, потому что сам по себе распуск проблему не решит. Если мы даже исходим из того, что через 45 дней возникает правовое основание по распуску, и если они будут умышленно к этому подводить, а я так понимаю, что если цель такая, дестабилизировать именно обстановку, то если мы просто временные даже просчитаем, в сентябре все назначаются выборы народные, то есть распускаются, назначаются выборы, там 60 дней, то есть выборы у нас будут в ноябре, должны быть это, если учитываем второй тур, утверждение результатов, учредительное собрание, созыв Башкану, это будет где-то февраль. Но в этот период мы понимаем, что у нас значит, Гагаузия автономия остается без бюджета, ноябрь-декабрь мы должны утверждать бюджет. У нас нет исполкома, да, старый исполком исполняет свои обязанности. Кроме того, мы должны учитывать, что в сентябре у нас начинается предвыборная кампания по избранию примаров и советников. Поэтому все вот эти моменты, если мы просуммируем, то мне кажется, что это может привести к очень серьезным последствиям для автономии. Поэтому с этой точки зрения, думаю, что Башкану необходимо все-таки вот эти моменты взвесить и не идти на обострение, дальнейшее обострение, потому что, еще раз повторяю, ответственность за вот эту ситуацию ляжет именно на Башкана, не на Шора, не на партию Шора или на команду. Лично будет ложиться на Башкана, потому что является высшим должностным лицом Гагаузии, которая ответственна за это. Михаил Николаевич, ну, меняя немного тему исполнительной власти и утверждения ее в том числе, ну, потому что, ну, поживем, увидим, да, то есть сегодня можно много говорить и разбирать процедурные вопросы, но в этом есть и политический контекст, и мы понимаем, что вся эта ситуация сложилась в том числе в силу того, что как прошли выборы, в общем-то, и к ним есть много вопросов, и есть в том числе и уголовные дела, которые еще не закрыты и переданы в судебные инстанции. Поэтому, наверное, как бы точку еще в этом вопросе будет поставлена, в том числе и, наверное, с точки зрения того, когда вступят изменения в Уголовный кодекс по поводу партии, которая признана неконституционным. В общем, сегодня к этому очень много вопросов, которые мы, наверное, не сможем дать с вами ответы, потому что еще не опубликованы ни одни изменения, нет ясности по уголовному делу, которое по выборам. В общем, поэтому давайте сейчас немного поменяем тему, вернемся к насущным, еще более Я хотел насущным. по составу некоторые моменты пожалуйста. коснуться, потому что тоже очень много, так скажем, манипуляций, опять же, идет вокруг того же гагаузского языка, требования. То есть каждому члену исполкома предъявляются определенные требования. И когда они проходили через соответствующие профильные комиссии, через нашу комиссию, естественно, что мы их рассматривали с точки зрения соответствия требованиям закона. И, к сожалению, вот идет опять же манипуляция в отношении того, что почему-то одним из аргументов, мы даже не подходили к обсуждению состава, но почему-то опять же идет манипуляция вокруг гагаузского. То есть речь не ведут о требовании к должностному лицу, что он должен знать гагаузский, а опять начинаются вот эти призывы и попытки использовать вопрос языка, межнациональных отношений к данной проблеме. Я считаю, что это абсолютно неверно. И коллеги, которые, в том числе депутаты, которые поднимают на заседании Народного собрания эти вопросы, они сами принимали и голосовали за тот закон о расширении сферы применения гагаузского языка, в котором это требование прописано. В статье 26, где речь идет о должностных лицах. Мы не требуем от, так скажем, от других лиц. Речь идет о членах исполкома. Это требование есть. Но к членам исполкома есть, так скажем, претензии не только по данной, так скажем, критерию незнания языка. Там есть и вопросы, касающиеся наличия опыта работы, то есть в сфере, которой, допустим, претендент, кандидат в член исполкома будет, так скажем, курировать. Есть другие требования, которые, ну, мы будем, конечно, эти моменты озвучивать. Но хотелось бы призвать, конечно, и Башкана, коллег, ее команду, чтобы не манипулировали данным вопросом.
Михаил Николаевич, вопрос бюджета, потому что, ну, на днях я читал доклад Счетной палаты по исполнению бюджета Гагаузии за 2022 год, и у меня возникли много вопросов. Ну, может быть, вы могли бы прояснить эти вопросы для нашей аудитории, потому что сейчас вот стали доступны некоторые последние постановления исполнительной власти, которые принимались в июле месяце, в июле касательно определенных расходов, в том числе на печать отчета Башкана. Постановления все принимались очень срочно, в таком авральном режиме, в период там, с 4 июля, ну, наверное, хотели успеть до 19 для того, чтобы, ну, как минимум, хотя бы номинально узаконить какие-то расходы. Но возвращаясь, мы поговорим и об этом, но возвращаясь к докладу Счетной палаты за 2022 год, там есть несколько интересных моментов. Один из них, думаю, что в том числе вы как-то особо, наверное, изучали, потому что речь идет о фонде по спасению гагаузского языка, то, что у меня в первую очередь бросилось в глаза в этом отчете. И в центральном компоненте доходном бюджета Гагаузии есть статья в 50 тысяч, которая указана 0 по исполнению. То есть я понимаю из этого, что исполнительная власть ни копейки из этих предусмотренных 50 тысяч для центрального компонента не выделила денег на обеспечение закона, одним из авторов которого вы являетесь. Такая же ситуация происходила и немного по другим публичным учреждениям, между которыми распределены деньги по финансированию фонда гагаузского языка. И у меня вам, как одному из авторов законопроекта о гагаузском языке, почему так происходит? Потому что я помню всю историю вокруг этого закона, и мы должны быть объективными, что исполнительная власть в лице Башкана Гагаузии блокировала принятие этого закона, и в том числе организовывали даже какие-то там, ну, скажем так, импровизированные акции протеста со стороны руководителей лицеев, учреждений, дабы как бы говорить о том, что этот закон не нужен. В итоге закон был принят, первые какие-то годы он поработал, в общем-то, были видны какие-то результаты. И вот сейчас мы видим такую ситуацию, что деньги вроде бы выделены, но по факту деньги не израсходованы на то, что предусматривались. Почему так получилось, и интересовались ли вы этим вопросом у исполнительной власти? Да, спасибо. Вы затронули очень, так скажем, много болевых точек, начиная с, так скажем, с момента, когда мы только инициировали со своими коллегами этот закон, как его продвигали, и действительно исполком, Башкан оказывали такое сопротивление по принятию. Но закон был Народным собранием принят, он вступил в действие, и в соответствии с законом мы ежегодно выделяем, утверждаем вот эту, значит, сумму фонда по спасению гагаузского языка. И исполком нам представляет, Народное собрание утверждает. И впоследствии мы уже, естественно, что контролируем, каким образом эти деньги расходуются. Да, по последним, так скажем, моментам, в том числе, которые вы высказали, есть много вопросов, на которые мы тоже не можем пока, так скажем, получить соответствующий ответ. Но здесь надо отметить, что в целом, так скажем, эта власть, исполком под руководством Ирины Влах, уже ушедшей, скажем, Башкана, она была вообще в плане финансов непрозрачна, не только по данному вопросу. По многим вопросам мы действительно не знали, каким образом эти средства бюджетные использовались, в каких целях, даже когда у нас были акты счетных палат, и наш счетная палата Гагаузии, и счетная палата Республики Молдова, мы видели там, конечно, цифры, которые достаточно серьезные, которые выделялись на, скажем, неразумные траты.
и на форумы, и на Что касается вот 50 тысяч лет, да, действительно в докладе была эта сумма прописана, что она выделена с фонда, должна была, так скажем, распределиться по примариям, но эти деньги не были использованы, не были по каким причинам, как бы пока вопрос остается открытым. Конечно, будем, ну, так скажем, этот вопрос изучать. Михаил Николаевич, что касается уже нашумевшего отчета Ирины Влах о 8 лет деятельности исполкома Гагаузии, и вы с вашим коллегом господином Тарнавским давали пресс-конференцию, представляли другой взгляд на этот отчет. Но буквально на прошлой неделе для нас, журналистов, стали доступны данные, сколько стоил, потому что этот отчет, его издание, потому что мы задавались этим вопросом изначально, но информации не было. На прошлой неделе, наконец, нам удалось найти постановление и сколько выделялось денег. Это практически около 700 тысяч лей из разных источников покрывались. И у меня вопрос, потому что все это было распределено в 3 учреждения: научный центр, исполком Гагаузии из резервного фонда и управление культуры. Я так понимаю, что деньги были таким образом разделены для того, чтобы уйти от тендера, потому что закупка была больше 200 тысяч лей, должны были объявлять, согласно действующего законодательства, тендер на эти услуги. Но и вдобавок, откуда были направлены деньги из этих 2 учреждений: научный центр и управление культуры, потому что... И образование тоже. И образование, потому что эти 3 учреждения, они в том числе администрируют фонд спасения гагаузского языка. То есть на отчет Башкана и исполкома, который был на русском языке, который имеет у общества и депутатов много вопросов, были ли затрачены деньги из фонда спасения гагаузского языка? Да, понемножку мы все-таки подвели к этому, но хочу сказать, конечно, большое спасибо вашей редакции, вашим журналистам, которые действительно провели такую работу, такой анализ, и действительно выявили, что вот эти отчеты, глянцевые журналы, в которых, так скажем, расписана деятельность за 8 лет, к сожалению, оно вызывало еще на этапе, когда вот отчет произошел, когда мы видели, все смотрели, еще тогда возникал вопрос, что это все происходит за счет бюджетных средств. Но, конечно, так скажем, точных цифр не было, но вот благодаря, в том числе, вашей редакции, мы видим, что эти деньги поступили и направлены были с бюджета. То есть там где-то 612 тысяч, даже больше, ушло на издание, печатание, на распространение. И более 80 тысяч на услуги почтальонов, чтобы доставить. Да, причем указано, что на необходимость распространения, что тоже вызывает, конечно, данные обстоятельства определенные эмоции. И, к сожалению, вот эти суммы, 183 тысячи с управления культуры, управления образования, возникает мысль, что действительно это те сэкономленные средства, которые должны были пойти на иные цели, они были использованы таким, так скажем, не совсем даже этичным способом для того, чтобы напечатать никому не нужные отчеты, журналы и распространить. Но я думаю, что мы этот вопрос обязательно в дальнейшем возьмем на изучение и все-таки попытаемся выяснить, каким образом эти средства, сэкономленные средства или какие-то средства, чтобы здесь действительно необходимо, думаю, что поставить точку над данной проблематикой. Михаил Николаевич, вот возвращаясь к докладу счетной палаты, потому что это все связано с расходованием публичных средств и очень такой актуальный вопрос, который обсуждался на протяжении нескольких лет, и только не в этом созыве Народного собрания Гагаузии, это количество сотрудников исполнительной власти. И вот в докладе счетной палаты говорится о том, что, к примеру, я помню только такие цифры, что более 30 штатных единиц вакантны только в управлении здравоохранением. По каждому управлению есть вакансии. И также аудиторы обращают внимание на то, потому что механизм финансирования
управлений таков, что там выделяются деньги на заработную плату и плюс на содержание определенного госслужащего. И аудиторы указывают, что такая ситуация сохранялась для того, чтобы искусственно увеличивать заработную плату тем или иным сотрудникам, которые там выполняли якобы функции тех лиц, которые, тех вакантных единиц, которые были свободными. Депутаты на протяжении многих лет пытались получить ответ, сколько на самом деле людей работает в исполкоме и какова реальная ситуация. Это все время под разными предлогами уводился разговор. То есть наводили тень на плетень, как говорят в русском языке, есть афоризм. Сегодня есть шанс того, что Народное собрание может наконец получить ответ на эти вопросы и навести в этом деле определенный порядок. Потому что если мы видим, что есть вакансии из года в год в этих учреждениях, то возникает один вопрос. Нужна ли такая раздутая численность штатов, или ее нужно изначально оптимизировать, потому что, сколько мы имели, по-моему, порядка 60 миллионов на содержание исполнительной власти в год. Больше. То есть для того, чтобы оттуда экономить или перенаправлять, допустим, денежные средства на какие-то другие нужды. Да, это вопрос, действительно, мы на заседании Народного собрания неоднократно поднимали, но, к сожалению, мы никогда не получали точную информацию о количестве вакантных мест. В данном докладе указана цифра около 370 человек, это вакантные. Причем там приведены ряд управлений, которых это вакантные места. Допустим, управление культуры, там 10 вакантных мест. Причем в штате управления культуры 18 всего человек, то есть половина, получается, штата управления, это вакантные места. То есть, понятно, это сохраняются соответствующие бюджетные средства, на какие цели они направляются, мы тоже не знаем. И здесь тоже можем предполагать, что в том числе и на цели, которые мы выше обсуждали, есть и другие управления, допустим, администрация района, там тоже до 9, до 10 человек. И, конечно, это в первую очередь уже наталкивает на необходимость оптимизации не только конкретных управлений, но я думаю, что это в целом исполнительная власть органов публичного управления в целом по Гагаузии. И мы к этому и подходили в свое время. Там было распоряжение Башкана еще в 2017 году, что будет рабочая группа по реформированию. От нас были соответствующие предложения о том, чтобы администрациями каким-то образом решить вопросы. Но, к сожалению, никакой этой работы не было проведено. И, по сути, эта громоздкая структура, которая сегодня есть, считаю, что она неэффективная. Есть ряд управлений, которые дублируют друг друга, деятельность которых, я считаю, что абсолютно неэффективна, при том, что идут огромные бюджетные средства на эти структуры. Поэтому необходимость оптимизации, реструктуризации, чтобы в том числе избегать этих моментов, связанных с вакантными местами, с рациональным использованием бюджетных средств, чтобы деятельность была прозрачной, она давно назрела. И я надеюсь, что, хотя надежда очень слабенькая, что нынешнее руководство автономии все-таки проникнется этой необходимостью и проведет такую оптимизацию, проверит место каждого управления в целом в этой системе, место в этом администрации, нужна, не нужна, укрепляем, не укрепляем, оставляем, не оставляем. То есть очень много вопросов, к которым нужно подходить комплексно, изучать все это. И надеюсь, что исполком нам представит такую, со временем такую структуру. Михаил Николаевич, есть ли надежда на то, возвращаясь к вопросу об утверждении исполкома Гагаузии, что есть вероятность того, что эти все вопросы будут отрегулированы в новом составе исполкома? У вас есть такая надежда, исходя из сложившейся политической ситуации вокруг утверждения исполнительной власти? Честно говоря, я бы хотел, чтобы такое произошло, но надежда очень слабая, с учетом этих всех
политических моментов, с учетом того, что, к сожалению, Башкан не является самостоятельной фигурой и управляется, так скажем, извне другими людьми, которые далеки от автономии. Мы это видели, вот, когда нам абсолютно незаконно, неэтично, аморально представляли исполнительный комитет не в зале заседания Народного собрания, а на площади. Поэтому все эти вопросы, конечно, есть. Надежда есть. Я надеюсь, что Башкан все-таки вот все вот эти моменты, что мы обговаривали, нюансы, дистанцируются вот от этих людей, которые, так скажем, по моему мнению, пытаются вот дестабилизировать. И реально займемся проблемами нашей автономии. Проблем очень много. Михаил Николаевич, Башкан, Ирина Влах закончился срок полномочий. Госпожа Гуцул вроде бы прошла инаугурацию, но тоже непонятно, имеет ли все полномочия, которые предполагаются Башкану, исполнительная власть, которая тоже в подвешенном состоянии. И возникает вопрос, потому что очень много инсинуаций вокруг функциональности исполнительной власти в автономии. Сегодня по факту в Гагаузии сколько исполнительных комитетов? Потому что старый исполком по закону должен исполнять свои обязанности до назначения нового исполнительного комитета. В то же время мы видим представителей из списка, который госпожа Гуцул представляла для Народного собрания, которые как бы сопровождают ее на каких-то встречах. Видим, что они там разъезжают с ней по Гагаузии. И в качестве кого? В качестве параллельного исполнительного комитета. И кто сегодня в Гагаузии в исполнительной власти принимает решения? Ну, конечно, по закону и состав исполнительного комитета старый, он действует до утверждения нового состава. Поэтому как бы формально, юридически, номинально они сегодня, так скажем, руководят тех или иных своих сферах. Что касается тех людей, которые сопровождают, да, они, возможно, там, в качестве советников, консультантов, я не знаю, но, конечно, такая ситуация, я не думаю, что она в настоящее время действует, как говорите, параллельная, так скажем, или теневой исполком. Думаю, что на сегодняшний момент, надеюсь, что этого нет, и решения принимаются, мы понимаем, что решения, которые принимает там Башкан, уже отмечали не самостоятельно, но в то же время, я думаю, что начальники управления, которые на местах действуют, они исполняют свои обязанности в соответствии с законом, своими функциональными обязанностями и действуют строго по закону, должны действовать строго по закону. И, конечно, я думаю, что и Народное собрание мы не будем допускать тех действий, которые как бы, ну, незаконны, противоречат уложению и преследуют цели, которые как бы, ну, не то что незаконно, цель дестабилизировать обстановку и использовать автономию для какой-то политической борьбы с центром, с Кишиневым и так далее. Я думаю, что в этот период нам как раз нужна стабильность, спокойствие. Между ветвями власти могут быть разные подходы к тем или иным вопросам, но эти вопросы нужно решать в зале заседаний, за столом круглым и приходить к какому-то общему мнению. Другой альтернативы нет. Михаил Николаевич, завершая наше интервью, когда примерно, известно же уже, когда Народное собрание, ну, опять вернется к вопросу рассмотрения и утверждения состава и структуры исполнительного комитета? Ну, мы на своем заседании приняли решение, отклонили, направили Башкану. Естественно, что мы ждем от Башкана соответствующих документов. Надеемся, что они поступят в соответствии с уложением, и мы двинемся с этой мертвой точки дальше и приступим уже к составу, и надеюсь, что утвердим. Но, опять же повторяю, этот состав, который будет предлагать Башкан, и структура, они должны соответствовать тем требованиям, которые прописаны в наших законах. По-другому, я думаю, что в том числе я не будем голосовать за состав, за структуру, которая противоречит требованиям закона, нашим законам. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что гостем программы «Фокус» на информационном портале LAFMD был депутат Народного собрания Гагаузии Михаил Жарзогло, и мы говорили
о том, на какой стадии находится вопрос утверждения исполнительной власти в Народном собрании автономии. Оставайтесь с LoveMD и подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях.